Красная лента и традиционные 3 пирога. Открытие новой экотропы в Цее прошло в торжественной обстановке. Первыми, кто прошел по тропе, стали учащиеся 24-й Владикавказской школы. Гид экскурсии – старший научный сотрудник госзаповедника Надежда Комарова. Который с огромной скоростью выносится вот сюда, вот, и проносясь вот по этому самому пути, откладывает вот эти вот огромные валуны по одной и другой стороне. Маршрут экотропы проложен по территории госзаповедника. Здесь предусмотрены и остановочные пункты, живописные склоны, разнообразная растительность, занесенная в Красную книгу, потрясающие ландшафты и кристальные горные реки. Красота цейской природы отсюда открывается во всей широте. На этой тропе ярко представлены селевые выносы, русла селевых рек. Здесь можно увидеть гигантские ледниковые валуны, которые были принесены древнецейским ледником, который он когда-то сползал далеко по долине. Это сейчас, во времена нынешнего потепления климата, деградации, язык его находится на высоте 2250 метров, куда и доходит тропа. На сегодняшний день это самый популярный туристический маршрут в Северной Осетии. Разработчиками его стали научные сотрудники Северо-Остинского заповедника при поддержке филиала «Русгидро». Совместно с Северо-Остинским государственным заповедником нам удалось претворить в жизнь вот этот проект, и будем рассчитывать, что совместно с тем же заповедником и в дальнейшем будем работать в этом направлении, поскольку есть понимание у нас, сложились хорошие партнерские отношения, и мы рассчитываем, что и с помощью Северо-Остинского филиала Русгидро, в общем-то, в нашей республике реализация экологических проектов найдет свое продолжение. Замира Дзакоева учится в школе с географическим уклоном, и цейские тропы ей хорошо знакомы. Однако эта экскурсия особая. Нам много чего рассказали и провели экскурсию, рассказали о деревьях, о растительностях, о природных катаклизмах. Также мы увидели огромный камень, который был похож на сторожевую собаку, переходили через реки. Это был похож на настоящий поход, и мне понравилось. Преодолев крутой 5-часовой маршрут, можно увидеть панораму самого крупного в Алагирском районе Цейского ледника. Как отмечают инициаторы проекта, в этом же ущелье вскоре появится еще один эко-маршрут, который сейчас находится на стадии развития. Рая Дзантьева, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ.